Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот», студия Оксана Антоненко. Добрый день, и Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин. И прежде чем мы начнем и представим нашего гостя, по традиции напомню все каналы связи. Во-первых, телефоны прямого эфира 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните, а также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. А в гостях у нас сегодня политик и предприниматель Айнер Шлессер. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, начнем с истории близкой вам. Это авиакомпания Ryanair выиграла в арбитражном суде дело против аэропорта Рига. Как оцениваете это решение суда? А чтобы посмотреть на это мероприятие в целом, надо посмотреть, как все происходило в прошлом. 2004 год, когда я стал министром транспорта, изучив статистику развития нашей авиации, я понял, что мы не развиваемся, мы живем в стагнации. Если в 1992 год, после развала Союза, в Рижском аэропорту осталось 300 тысяч пассажиров, то за 12 лет в среднем рост был 3% и достиг 700 тысяч пассажиров в 2004 году. Цены были в среднем где-то 700 тысяч евро, чтобы поехать в Европу. Значит, могли ехать чиновники или предприниматели, которым очень надо. Туризм не развивался в целом, потому что люди не могли позволить ни уехать, ни приехать сюда. И плюс наша компания AirBaltic в то время полностью контролировалась частными партнерами САСом, и у них была жесткая политика – не развивать Ригу, а в основном везти пассажиров через Копенгаген, Стокгольм, другие города Европы или мира. И когда я с ними начал вести переговоры, то они четко сказали: Рига, Латвия слишком маленькая страна, вам не нужны прямые полеты, все очень хорошо, и мы не будем открывать новых полетов. Когда я поднял вопрос, скажем, насчет Парижа, у нас был госвизит нашего президента во Францию, они говорят: да вы что, не будем открывать. И мне пришлось очень надавить на них, чтобы уговорить. Мы уговаривались на коленях, чтобы открыли бы рейс в Париж. И они говорили: да нет, такого рейса не надо, Риги, там не будет пассажиров, которые будут летать. Даже насчет Парижа. И какая была альтернатива? Сидеть и ничего не делать? Или все-таки искать альтернативы? Я начал вести переговоры с разными авиакомпаниями, в том числе EasyJet, Ryanair и другими. И задавал открытый вопрос: как вас привлечь в Латвию? Мы хотели бы, чтобы вы летали отсюда, потому что они успешно предлагали свои услуги с разных аэропортов Европы. Но самое главное – это цены. Они предлагали полеты за смешные цены, там 10, 20, 50, 100 евро за полет. Дискаунтеры, да? Да, конечно, да. И чтобы что-то изменить, я понял, без конкуренции ничего не получится, потому что наш монополист AirBaltic полностью делает все, чтобы работать на скандинавов, на САС, на Копенгаген, на Стокгольм, не на Ригу. И в результате, после больших переговоров, мы договорились с Ryanair, что они готовы идти сюда. Но когда я встречался с Майклом Алирием в Ирландии, он говорит: а зачем нам идти в Ригу? У нас десятки разных аэропортов стоят сегодня в очереди, чтобы мы оттуда летели. Потому что мы предлагаем самые лучшие продукты. То есть пассажиры могут лететь по дешевке. Им не надо больше платить, сидя в эконом-классе, платить цену бизнес-класса. То есть самолет – это не роскошь, а средство передвижения. Конечно, это автобус летающий. И в результате мы работали, чтобы их привлечь сюда. И когда мы привлекали, конечно, идея была, что в Прибалтике будет только Рига. И чтобы привлечь их, они сказали, что они хотят, конечно, платить цену, которая намного ниже той монопольной цены, которая сегодня в Рижском аэропорту. И тогда мы нашли возможность, как найти компромисс, исходя из интересов Ryanair и Латвии как страны, наших жителей, пассажиров. Мы сказали: мы готовы идти и предложить вам хорошие условия,
но это будут исходить из того, что вы откроете много разных полетов из Риги, чтобы люди могли бы летать. И принцип очень простой. Если вы в год будете вести 50 тысяч пассажиров, вы получите 10% скидку. 100 тысяч пассажиров – 20% скидку. 150 тысяч пассажиров – 30% скидку. Такая прогрессивная система. Да? А если 500 000 первый год вы сможете уже вести, вы получите 80% скидку. А что такое 500 000 было в 2004 году? Это практически 80% от всего оборота аэропорта. В аэропорту было только 700 тысяч пассажиров в целом. И когда мы эту новую прогрессивную систему ввели, то многие говорили: ужас, мы там обанкротимся. Я сказал: нет, мы не обанкротимся, мы будем зарабатывать через оборот, да, мы будем получать доходы от неавиационных доходов, да, duty-free и так далее, и так далее. И в результате, когда мы это внедрили, правительство это все, конечно, и поддержало, это был большой риск, это была очень прогрессивная модель, да, никто не знал, как все закончится, но получилось так, чтобы получить скидку, Ryanair действительно сделал все, чтобы уже в первом году было 500 тысяч пассажиров. Air Baltic автоматом начал думать о развитии, потому что они могли закрыться. И в результате началась конкуренция, где, по сути, каждый следующий год по 50-70% мы имели рост пассажиров. То есть из аэропорта, который не развивался, имел 700 тысяч пассажиров, мы за немногие годы достигли практически 5 миллионов пассажиров, и это автоматически давало доходы не только в аэропорт, в первую очередь в страну, потому что цель была увеличить объем туристов. Каждый турист, который приезжает в Латвию, оставляет большие деньги. Сегодня это уже официально подсчитано, сотни миллионов евро каждый год оставляют эти туристы в нашей экономике, когда они приезжают. Но раньше таких возможностей не было, и потому я могу сказать то, что благодаря этой политике, в первую очередь, Рига стал самым большим аэропортом в Прибалтике. Во-вторых, мы начали работать на транзит. В-третьих, если Таллин и Вильнюс в 2004 году был на таком же уровне, приблизительно 700 тысяч пассажиров, Рига был второй после Таллина тогда аэропорт, то во время кризиса мы увидели, что благодаря этой политике Вильнюс практически обанкротился, потому что Флайлал обанкротилась, и аэропорт был полностью пустой. В Таллине произошло то же самое. Рига имела оборот, как говорится, намного больше, чем, посчитав вместе оборот Таллинского и Вильнюсского аэропорта. Но когда это все успешно развивалось, то, конечно, уже министры после меня, они начали думать очень просто. У нас аэропорт, мы монополисты, мы будем поднимать цену. Зачем нам думать, как зарабатывать через новые бизнесы? Мы просто будем создавать условия, что цена побольше. Если я, как министр транспорта, в свое время снизил, скажем, пошлинную на какие-то платеж за развитие инфраструктуры аэропорта, каждый пассажир платил где-то 10 евро, ну, где-то в среднем. Сейчас аэропорт сделал то же самое, 7 евро просто положил как экстра цену за безопасность, якобы, за то, что в аэропорту они должны там тоже что-то делать, чтобы люди чувствовали безопасность. Что мы видим, куда эти деньги пошли? На то, чтобы на прослушку, чтобы прослушивали этих наших людей там. Это вы имеете в виду громкий скандал? Да, сегодня каждый пассажир, который летит, просто платит 7 евро за то, что его прослушивали бы. Я не знаю, за что 7 евро каждый должен платить, но такая цена сегодня внедрена, плата 7 евро с каждого пассажира за какую-то безопасность. Но удар был сильный нанесен по аэропорту после того, как Ryanair покинул наш рынок. Да, во-первых, то, что произошло. После меня, когда аэропорт практически, Ryanair был готов открыть базу, аэропорт Латвии сделал все, чтобы Ryanair открыл базу в Каунасе,
в Вильнюсе, в Таллине, где они даже не собирались ничего открывать. И все те доходы, которые шли от эстонцев и литовцев, сегодня уходят опять в их аэропорта. У нас никакой базы нет, может быть, даже в 2015 году Ryanair вообще не будет, и тогда цены уже 1000 евро будут нормальные цены, потому что сегодня, если вы хотите лететь в Осло, Стокгольм, Копенгаген и хотите, вот, скажем, купить на текущую неделю билет, то цена 700 евро – это уже нормальная цена для местных пассажиров. Транзитные пассажиры платят меньше, а вы, если вам надо лететь, вы будете платить 700 евро. Это сегодня такой уровень цен существует в нашем аэропорту. И я уверен, что некоторые хотят вместо развития просто жить в стагнации и думать, ну, те, которые летят, пускай летят и пускай платят, а зачем нам новые пассажиры, от этого у нас зарплат больше не будет. Но я считаю, благодаря той политике, которую проводила страна, аэропорт и авиационный сектор в целом, мы сегодня имеем самый большой аэропорт. И то, что у нас около 5 миллионов пассажиров еще сохранилось, да, правда, стагнации, развития нет, это все-таки дает уникальную возможность развиваться бизнесу в стране. И я могу сказать четко, что это не только сотни миллионов просто в экономику ежегодно приходили, это сотни миллионов инвестиций, которые благодаря этой программе пришли в страну. Потому что западные инвесторы, которые смотрят, куда инвестировать, они четко видят, а как туда можно полететь? Если можно в Ригу лететь через Копенгаген, Стокгольм, то зачем нам лететь в Ригу? Это далеко, целый день уйдет на это. А если мы можем там за час-полтора долететь, посмотрите, сейчас рейсы в ту же Москву, сколько? 6-7 рейсов в день. Пожалуйста, люди утром уехали в Москву, вечером прилетают в Лондон, там 2,5 часа туда поехал, обратно, да. У нас много прямых рейсов. Но если мы смотрим на развитие, еще один конкретный пример. Да, скажем, в мое время Air Baltic вообще не имел никаких инвестиций со стороны государства. 0. Государство не вкладывало ничего. Мы развивали очень все успешно. После того, как я не стал министром транспорта, правительство Домбровскиса инвестировало уже в Air Baltic около 150 миллионов евро. И практически эти деньги они где-то просто потеряли, да, потому что, как говорится, компания работала с убытками, аэропорт с убытками. И в результате мы видим то, если сегодня кто-то говорит, почему Шлессер привлек Ryanair, то всем понятно, что это было развитие и возможность летать. А сегодня, как говорится, когда аэропорт и Air Baltic судятся между собой в суде где-то в Резекне, и собственник государства акцептирует, что не могут решить проблему между аэропортом и Air Baltic, это просто показывает, в каком государстве мы сегодня живем. Мы прервемся на новости и рекламу и продолжим. Политик и предприниматель Айнер Шлессер, гость программы «Разворот» сегодня. Не переключайте. На Болткоме «Разворот». Ну, мы продолжаем. Это программа «Разворот». Студия Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Звукорежиссер Евгений Копейн. В гостях у нас сегодня политик и предприниматель Айнер Шлессер. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. По поводу Ryanair, если все-таки подытожить эту историю, извините за тавтологию, чем, на ваш взгляд, закончится судебное разбирательство, и не получится ли так, что вот аэропорт сейчас заплатит то, что ему приписано на данный момент заплатить, и, скажем так, это каким-то образом отразится и на развитии самого аэропорта, и на ценах, и на обслуживании пассажиров, и так далее, и так далее? Видите, благодаря Ryanair, как я уже говорил, развивается туризм. У нас много гостиниц, куда едут туристы. Они тратят деньги. И если сегодня аэропорт хочет получить 10 евро какой-то экстра налог с каждого пассажира, просто так, приехал в аэропорт, заплати. Я всегда говорил, я заинтересован, чтобы турист как минимум 1000 евро потратил, когда он находится в нашей стране. Вопрос, куда должна прийти прибыль? Аэропорту-монополисту или стране? То есть люди, чтобы гостиницам заплатили, ресторанам, магазинам, идя на концерты и так далее, и так далее. Я считаю, что сегодня самое важное – это понять, будет ли развиваться наш аэропорт в целом. Потому что то, что я сегодня слышу,
в том числе министр транспорта говорит, мы можем выжить без Ryanair. Конечно, можно выжить. Вопрос такой, а сколько хотят платить пассажиры? Хотят ли они иметь возможность летать за 50-100 евро? Так на ваш взгляд, все-таки вот эти судебные разбирательства закончатся чем? Видите, у нас везде суды идут, да. Это сегодняшнее правительство, так они работают. Посмотрите, 5 лет они хотят строить поезда. РВР могли бы, как флагман, действительно, Рижский вагоностроительный завод начать строить поезда для Латвии, для других стран. Они сделали все, чтобы после 5 лет начались бы суды, а строительства никакого. То же самое с авиацией. Они умеют громить то, что создано до них, а ничего не создавать. Сегодня, если Ryanair уйдет, AirBaltic автоматом поднимет цены. Он станет опять монополистом. Ryanair, на ваш взгляд, может совсем уйти? Да, конечно, он может уйти, потому что у Ryanair сотни разных аэропортов. Но самое интересное, они не уйдут с этого региона. Они эти самолеты перенесут в Каунас, Вильнюс, в Таллин. И так, как было в 2004-2005 году, когда эстонцы, литовцы ехали через Ригу, потому что здесь было просто дешевле отсюда лететь. Латвийцы поедут через Каунас, Таллин, Вильнюс, да, потому что там будут дешевые рейсы. Здесь будет дорогая Рига, и в результате не все будет так хорошо. Посмотрим, как развивается AirBaltic. Да. Один факт конкретный. Транзитные пассажиры. В мое время мы открыли 12 разных направлений в Финляндию. Надо было только открывать иметь новые самолеты и везти больше пассажиров. Сегодня в Финляндии осталось только 2 рейса. Это Хельсинки, Тампера. Мы от этого отказываемся. Вот это пример тому, что они не заинтересованы в развитии. А я считаю, страна все-таки заинтересована, чтобы благодаря тому, чтобы у нас есть развитый аэропорт, сюда приходило больше бизнеса, денег, туристов и так далее, и так далее. Я считаю, те планы, которые были выстроены в мое время, они могут реализоваться. Потому что какая разница между Ригой и Франкфуртом? Вы знаете, сколько людей во Франкфурте живет? Вопрос вам. Да, вы много раз рассказывали эту историю о том, что большая часть жителей Франкфурта работает как раз на обслуживании аэропорта. То, что во Франкфурте живет меньше людей, чем в Риге, а они имеют оборот 50 миллионов пассажиров в год. За счет чего? Не за счет просто Германии, за счет того, что они обслуживают транзит, и действительно 1/3 людей, которые живут в Франкфурте, они связаны с авиационным бизнесом. То же самое может происходить здесь. Но если политики делают все возможное, чтобы закрывать этот бизнес, то ничего хорошего здесь не будет. Хорошо, на ваш взгляд, в сегодняшней ситуации, учитывая последние события на Украине, что должно делать латвийское правительство, не знаю, латвийский Сейм, для того, чтобы развивать как раз-таки экономическое сотрудничество, не знаю, с другими странами или собственное экономическое во-первых, это правительство должно доработать еще пару месяцев, и мы должны сменить это правительство. Мы должны построить... какая должна быть линия для того, чтобы как-то выйти из этого конфликта, хотя бы не проигравшими? Иметь правительство, в которое вошли бы все люди всех наций, которые здесь в Латвии живут, чтобы они работали вместе. Чтобы у нас не было так, что вот есть все партии, и они делятся только на 2 группы – латышские и русские. И если кто-то там что-то хочет менять, то автоматом они проигрывают, потому что националы кричат там оккупации и так далее, и так далее. Я считаю, что рижская модель, которую мы в 2009 году создали с Нилом Ушаковым, когда латыши и русские работают вместе, такая коалиция должна быть на национальном уровне. Если мы можем такую построить, то у нас никогда не будет проблем Украины. Потому что мы будем работать вместе в правительстве, в парламенте, и тогда все будет хорошо в этой стране. За счет чего в Украине все эти проблемы развиваются? За счет того, что страна расколота. У них нет единой нации. Мы должны иметь одну единую нацию. Говорят, там еще проблемы в коррупции. Что? Говорят, там еще проблемы в коррупции. Проблем наверняка много, но самое главное то, между Западом Украины и Востоком там вообще, полная, как говорится, разрыв, там, бездна, да, они совсем разные люди сегодня стали. И когда начинает проливаться кровь, то очень трудно это все собрать в одно государство. Я считаю, что мы должны понять то, что если в 2009 году некоторым политикам удалось на Домской площади собрать людей,
говорить, давайте будем разгонять Сайм и так далее. В результате были погромы, слава богу, никого не убили, но это сигнал тому, что у нас тоже могут быть погромы. То есть мы в похожей ситуации с Украиной? Мы не похожи, но, понимаете, если в 2009 году, 13 января, на Домской площади кого-то убили бы, мы не знаем, чем это закончилось бы. Тогда люди реагировали совсем по-другому. Да, за одного убитого, может быть, 2 небитых дают, как это мы знаем в жизни бывает. И я считаю, мы должны сегодня делать все возможное, чтобы рижская модель, когда все те, которые здесь живут, едино работали. Потому что мы не можем больше жить, исходя из этнического варианта. Вот. На ваш взгляд, хватит ли 2 партий для того, чтобы составить коалицию на национальном уровне? Знаете, когда в 2009 году у Центра Согласия было 34%, у моей партии было 15%, это было только 49%, но мы получили большинство, 38 мест из 60. А уже то есть в прошлом году, в 2013, единый список, где бывшие мои коллеги вместе с Нилом, как лидером, получили 59%. Значит, избиратели не глупые. Да, но Рига – это пол Латвии. Это но пол Рига Латвии, имеет да. несколько иной этнический состав, нежели остальные территории страны. Я извиняюсь, Центр Согласия не мог получить намного больше 34%. Это как доказывает 2009 год. Но так как латыши и русские объединились, народу это понравилось, и один список получил 59%. Если мы сможем латышей и русских вместе объединить, может быть, даже в один список до выборов, в одну коалицию и представить одно правительство, то, я уверен, мы можем получить большинство, потому что никто никогда не мог подумать, что в Риге возможно одним списком получить большинство. Раз то это удалось здесь... единый список Центра Согласия и вашей партии на национальном в данный уровне? момент я не хочу спекулировать один список, не один. Вы задали вопрос, возможно ли это. Я считаю, что это возможно. И благодаря именно событиям на Украине мы должны понять, мы должны сделать все возможное, чтобы ни натовские войска, никакие другие войска здесь не были на нашей земле, чтобы гарантировали безопасность наших жителей. Потому что то, что мы в НАТО, это хорошо, да, это дает нам какую-то там безопасность в целом. Но если на Домской площади латыши и русские будут драться между собой, ничего хорошего не будет. Что эти истребители НАТО могут помочь, если люди в центре города устроят Майдан? Ничего. Единственная гарантия – это тогда, когда народ сплочен. И это то, что мы должны сделать. То, что не сделали украинцы, это должны сделать мы здесь, в Латвии. Другого у нас выхода нету. Иначе проблем будет много. Но если мы объединимся, я могу сказать то, что страна будет развиваться совсем по-другому. Тогда мы действительно сможем экономику поднять на другой уровень. На ваш взгляд, после украинских событий могут ли латыши и русские действительно объединиться, как вы только что говорили, для того, чтобы проголосовать за один список? Если в Риге это удалось... Если это удалось в других самоуправлениях, да, есть ведь другие, те же в Даугавпилсе, в Резекне, даже в Лиепае. Если это можно на уровне самоуправления, то это можно и на национальном уровне. Просто кому-то выгодно все время держать, скажем, тот же Центр Согласия, партию Согласия сегодня так их называют, в оппозиции, да, чтобы можно было все время бороться против какого-то врага. Да, говорит, вот враг народа, мы против них. И тогда ты уже не должен отчитываться, что ты сделал хорошего для избирателей, для страны. Ты можешь ничего не делать, критиковать только всех, которые работают. Но самая главная идеология, чтобы Центр Согласия не был бы во власти. Я считаю, что такой идеологии в Латвии нам не надо. И сегодня не вопрос даже партии Центр Согласия, вопрос людей. Могут ли латыши, русские, украинцы, евреи, все, которые здесь живут, объединиться и быть единой нацией? Я сегодня предлагаю так называемой нацijas izlīgums, то бишь это как... Перемирие? Не перемирие, это как... мы должны иметь одну нацию, да, мы не должны больше... Да, один язык, да, латышский, да, это госязык. Но то, что я сегодня открыто предлагаю, мы должны менять политику в школах. Мы не должны закрывать русские школы. Мы должны поменять условия, чтобы в латышских, русских школах до 5 класса дети знали бы 3 языка.
латышский, русский и английский. До 9 класса еще один язык. И тогда уже проблем не будет. Потому что сегодня знания, языки – это гарант тому, что мы будем богатой страной. Потому что другие страны вокруг нас не имеют такой политики. Сегодня, чем больше языков человек знает, тем лучше. Я сам, когда в 90-м году ехал в Норвегию, я знал латышский, русский и немного еще английский. Благодаря тому, что я жил в Скандинавии, я выучил не только английский, и норвежский, я понимаю шведский, датский, и это мне помогало и в бизнесе, и в том числе в политике. Когда я, будучи министром, ездил на, скажем, Брюссель, когда я могу говорить не только на английском, но со скандинавами на их языке, это, конечно, дает мне преимущество договариваться о чем-то. Так что сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы люди в Латвии объединились, а чтобы радикалы правого или левого фланга, которые просто живут исходя из проблем, они должны остаться в глубокой оппозиции. Они не должны диктовать больше условия, что нам надо делать в этой стране. Но вы считаете, что радикалы не востребованы, учитывая популярность, относительную популярность, но тем не менее партии ВИСУ Латвия, ТБ, ДНЛ, 8% у них стабильно? Ну, пускай 8% в оппозиции сидят, но сегодня они имеют главную роль в правительстве. Посмотрите, в 2010 году, когда, исходя из моей инициативы, был принят иммиграционный закон, и начали выдаваться виды на жительство для инвесторов, да. Многие не верили, что это может позитивно развиваться. За 4 года в Латвии пришло более 2,5 миллиардов евро инвестиций, да. Это как факт. Что делают националы? Вместо того, чтобы радоваться, что это приносит инвестиции, создает рабочие места, сотни тысяч рабочих мест в строительстве, в сервисном, как говорится, бизнесе и так далее, они говорят, закроем это, не предлагать ничего другого. Да. Они наносят таким образом ущерб государству. Они ничего не предлагают, они просто борются против русских. И я считаю, что такая политика в Латвии не нужна. И я считаю, что чем быстрее они будут вне парламента или вне правительства, Латвия заживет лучше. Если мы посмотрим радикалов с русской стороны, ну вот если Линдерман, там Осипов, такие были бы в правительстве, было бы тоже то же самое, да. А когда они будут вместе в парламенте, я ведь хорошо помню, когда были еще за пчел, когда ТБ, ЛННК сидели, они просто на трибуну Сайма каждый четверг идут и между собой ведут диалоги, да, обзывают друг друга, а потом в кафе сидят, пьют чай, кофе или еще что-то покрепче и говорят, видите, как мы хорошо там обыграли эту тему, вашим избирателям понравилось, нашим. Я считаю, такие люди наверняка будут в каждой стране, но они не должны быть во власти. Давайте примем звонок, одевайте наушники. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Господин профессор, вы супер деловой человек. И вы знаете, общество наше в целом тоже деловые, только возможности, конечно, иные по их как бы потенциалу, энергии, как говорится, социальному потенциалу. Но хотелось бы все-таки вас нацелить на наш материальный мир, поэтому людям все-таки, это понятно, школы, язык и так далее, но не это людей объединит, и латышей, и русских. Возможности. Какие возможности будут в перспективе? Именно материального плана. Я имею в виду Евразийский союз. Потенциал какой-то есть в нашей Латвии, что люди каким-то образом могут объединиться под этой идеей, и возможности будут и рынка, и сбыта товаров. Ну, одним словом, люди смогут жить, люди смогут как-то возобновить свою деятельность, особенно средний класс. Спасибо. Спасибо. Да, что касается возможностей, то я многократно говорил, если мы не будем смотреть на восток, то мы будем провинцией Запада. Потому что за нами ничего больше не находится. А если мы будем смотреть историческими глазами, как Рига, как торговый центр, который исторически столетиями был, то у нас есть огромные возможности. Это не только там Россия, Беларусь, это и Китай, и Казахстан, и все другие страны, которые находятся на Востоке. И я могу сказать то, что если у нас, скажем, если бы мы формировали бы правительство такое, как вот в Риге сегодня, если бы, скажем, я был бы премьером, что я сделал бы?
я автоматически принял бы решение о том, что мы должны развивать экономику намного быстрее. Мы должны реально принимать решения. Скажем, вопрос, вместо того, чтобы конкретная проблема видов на жительство, где дискутируется в течение уже года больше, когда националы хотят это все остановить. Сейчас они подняли на 250 тысяч евро вместо 150 или вместо 70, как это было в регионах раньше. Да. А я считаю, мы должны идти в другое направление. Раз 2,5 миллиарда в экономику пришло, мы должны сказать то. Латвия потеряла 500 000 жителей за последние 20 лет. У нас есть два выхода. Либо привлекать беженцев сюда и потом их интегрировать, чтобы они что-то здесь сделали, работали, но за каждого мы будем социалку проплачивать. Либо привлекать богатых людей, которые уже заработанными деньгами будут приезжать и тратить сюда. Я считаю, вторая опция для Латвии намного лучше и намного правильнее. Значит, что мы можем сделать? Скажем, я предложил бы, что мы должны рекламировать Латвию, Ригу, Юрмалу, всю страну как бизнес-центр, как Сингапур, как Гонконг в Европе. И предлагать всем инвесторам вместо 250 тысяч, 100 тысяч инвестируя, получать виды на жительство. Даже снизить. Меньше, чем раньше это было. В результате я считаю, что мы за следующие 5 лет могли бы привлечь 100 тысяч богатых туристов. Так я называю этих людей. Потому что у них нет никакого другого права. Они могут просто сюда приехать, жить, тратить деньги. Они не граждане этой страны. Если 100 тысяч людей сюда приехало бы, они за эти годы потратили бы где-то 20 миллиардов евро. Это намного больше, чем еврофонды. Тогда сюда хлынули бы деньги со всего мира, основывались бы новые бизнесы, Латвия развивалась бы как бизнес-центр, новый холдинговый режим, то есть компании из других стран переставлялись бы сюда. Это уже происходит, но это медленно, мы должны это рекламировать. Потому как считаете, эту программу закроют? Во-первых, ее не закроют, но ее надо улучшить. Я предложил бы снизить потолок 250 тысяч до 100 тысяч, и это автоматом создавало бы условия. И то, что вот человек, который звонил и задавал вопросы, как мы можем развиваться, я могу сказать то, что эти деньги, которые приходят в экономику, создают рабочие места по всей Латвии. То есть строители автоматом имеют возможность работать здесь. Рестораны, магазины, все те деньги, которые здесь где-то тратятся, они через налоги возвращаются в кассу. И через эту программу я предложил бы следующее. Скажем, я не побоялся бы в год тратить 50 миллионов на раскрутку нашей страны. Зарабатываете. Рекламная кампания. Да, рекламная, как говорится, за рубежом. И я уверен, что мы как минимум 100-200 миллионов уже получили бы в 2015 году в доходы более тех, которые сегодня пришли бы без этой программы. И тогда 50 миллионов мы могли бы потратить на мамочкины зарплаты, чтобы поддерживать молодые семьи, чтобы дети рождались бы в Латвии. И плюс 25 миллионов на образование, именно чтобы внедрить эту новую систему, чтобы люди изучали языки, чтобы у нас было качественное образование. Сегодня, когда учителя идут на улицу, они говорят, а мы хотим узнать, поменяется что-то или нет. Выходит премьер и говорит, денег нет, ничего, никаких возможностей нет. Короче, надежд никаких. Я считаю, вместо того, чтобы закрывать программу «Виды на жительство», надо ее раскручивать и эти 50 миллионов дать, чтобы развивать страну. Вот и вам пример, как страна может развиваться. Плюс транзит и все остальное. Производство, конечно, но мы должны иметь правительство, которое не будет бороться против русских или против еще кого-то. Правительство, которое готово активно работать, чтобы развивать эту страну. А это мы можем сделать только тогда, когда все, которые живут здесь, будут работать и будут действительно единой командой, единым народом страны Латвии. На этой оптимистической ноте мы сегодня закончим программу. Айнар Шлессерс, политик и предприниматель, был гостем «Разворота». Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам. Эфир провели Оксана Антоненко и Вадим Родионов. Помогал нам звукорежиссер Евгений Копейн. Всего доброго и до свидания.